Мы до сих пор помним героев Великой Отечественной. Миллионы солдат каждодневно совершали подвиги, погибали на боях сражений, уничтожали врагов. У каждого героя свой подвиг. Кто-то был на передовой, а кто-то вел тайную и тихую, никому незаметную войну. Когда специалистов по истории советских спецслужб или ушедших в отставку агентов просят вспомнить самого высокопрофессионального разведчика, почти все называют имя Николая Ивановича Кузнецова. Так откуда же такое единодушие? С октября 42 по весну 44 почти 16 месяцев он находился в занятом гитлеровцами Ровно. Кузнецов изображал не просто немца, он стал им, даже заставлял себя думать по-немецки. Обер-лейтенант Пауль Зиберт, как немец, никогда ни у кого не вызывал подозрений. Владение языком, знание немецкой культуры, обычаев – все было безупречно. И все это при том, что Кузнецов никогда не бывал в Германии и даже никогда не выезжал за пределы нашей страны. Так откуда взялся этот уникальный разведчик? Для большинства биография знаменитого разведчика начинается с его появления на Украине в отряде Дмитрия Медведева «Победители» в октябре 42-го. Но ведь суперразведчики не появляются из ниоткуда. Их долго подготавливают. Путь Кузнецова к вершинам профессионализма был долгим и тернистым. Оказалось, судьба советского разведчика была связана с Коми-краем. Николай Иванович Кузнецов родился 27 июля 1911 года в небольшой деревне Зырянка, ныне Талицкого района Свердловской области. Крещен он был Никанором, родные часто называли его Ника. Имя, полученное от деревенского священника, почему-то ему не пришлось по сердцу, поэтому сам он себя стал называть Николаем, а позднее Кузнецов официально сменил имя Никанор на Николая. Отец Никанора, Иван Павлович Кузнецов, был крестьянин и отставной солдат. Для уральской деревни он был человеком грамотным и очень энергичным. За свою жизнь повидал немало. Какое-то время он служил в Санкт-Петербурге в царской армии. Грамота и большое трудолюбие позволили ему собственными руками сколотить очень хорошее хозяйство. Семья жила неплохо, была достаточно зажиточной. Впрочем, в Тюменской губернии доля зажиточных крестьян и в Тобольске была достаточно высокой. Поэтому они очень сопротивлялись позже принятию советской власти. Было в тех краях знаменитое западносибирское восстание именно тогда, в 20-е годы. Всего в небольшой деревне Зырянка было чуть больше 50 дворов. Почти 100% вероятность того, что первыми жителями и основателями были выходцы из коми-зырянских земель. Ведь зыряне массово переселялись с насиженных мест в Сибирь с завидной регулярностью. Исторически коми-народ был очень мобильным. Переселяться люди начали уже во времена Стефана Пермского. Но тогда, до 15 века, такие миграции носили немного другой характер. Народ как бы растворялся на других землях. Люди потихоньку входили в состав тех народов, к которым они примыкали. Позже, в XVIII-XIX веках, начались массовые переселения в поисках лучшей жизни. Семьями начали переселяться, учитывая то, что на новом месте еще и послабления были налоговые. То есть человек поселился, там 5 лет, с него ничего не берут, допустим, да? Вот. И очень большие потоки как раз тогда пошли в 18-19 веке. Сибирь, она немножко для земледелия более приспособлена, особенно Южная Сибирь. То есть вроде и условия привычные, там тайга то же самое, да, но климат немножко помягче. И хлеб растет, и урожай. Поселился человек с иным языком, назвали по нему, допустим. И поэтому зырянки, зыряновки очень много, это распространенное название, конечно. Как известно, зырянами до революции называли жителей Коми-края. Наличие коми-топонимов, подобных Зырянке, далеко за пределами Коми-края свидетельствует о переселении его жителей в другие районы, освоении ими новых территорий. Многие уходили и за Урал, чуть ли не до побережья Тихого океана. Некоторые коми доходили в составе отрядов первооткрывателей и до Аляски. Так возможно ли, что предки Николая Кузнецова были выходцами из коми? Вероятно, да, но утверждать мы не станем.
Как бы там ни было, уроженцу Зырянской деревни предстояло в скором времени после окончания школы познакомиться с исторической родиной и вдоволь пообщаться на коме. Но к этому вернемся чуть позже. Учиться грамоте Ника Кузнецов начал в 1918 году в родной Зырянке. Позже перешел в Талицкую семилетку. Учился хорошо, усердно и с большим удовольствием. Учителя даже много лет спустя единодушно отмечали редкостную память Кузнецова. За вечер он был способен выучить наизусть почти столько же стихотворений, сколько мог прочитать. Откуда у мальчика, родившегося в глубинке, были такие таланты, остается загадкой. Но особым даром у юного Кузнецова была тяга к языкам, особенно к немецкому. Свои первые уроки немецкого он получил еще будучи школьником семилетки. Первым учителем немецкого языка для Никанора стала Нина Алексеевна Автократова. Она великолепно знала немецкий язык. В свое время женщина получила образование в Швейцарии. Наверное, от этой учительницы немки изначально пошло, преподавательница немецкого языка, изначально пошло вот это увлечение немецким языком. Ну а там много было людей, которые владели языком. Каким образом попадали немцы в Россию, это сейчас говорить долго, но там могли быть и аптекари, например. И Кузнецов, мальчик, он постоянно бегал в лавку к аптекарю, он стремился общаться с теми, кто владел немецким языком. Так это все начиналось. Дальше был год учебы в Тюменском сельхозтехникуме, но неожиданная смерть отца заставила вернуться юношу обратно домой. После он поступает в Талицкий лесной техникум. Но вскоре неожиданно Николая Кузнецова исключают из комсомола, а впоследствии и из техникума. Студенты обвинили в кулацком происхождении и в дружбе с сомнительными элементами. Эта неприятность сильно обидела и подкосила молодого человека, но он устоял. Николай Кузнецов покинул Талицу и переехал жить в Коми-Пермяцкий округ, город Кудымкар. Здесь начинается самый интересный и счастливый период его жизни. Почему выбор пал именно на Кудымкар, до сих пор остается загадкой. По одной из версий, поехать в Коми-Пермяцкий округ Николаю Кузнецову посоветовали преподаватели лесного техникума. По другой, его пригласили жившие там родственники. Уже будучи в Коми-Пермяцком округе, он не бросил изучение языков. Продолжил усовершенствовать разговорный немецкий. Кроме немецкого, Кузнецов оттачивал коми-язык. Он полагал, что нельзя успешно жить и работать с местным населением, если не владеть его родной речью и не знать его культуру. Говорят, он даже писал стихи на коми-языке. Он приехал сюда и, на удивление, быстро влился во всю здешнюю среду, не только молодежную. Он был необычайно активный человек. Вот в этом просто исключительность его личности, он был коммуникабельным, очень коммуникабельным. И овладел также быстро разговорным коми-пермяцким языком, разговорным. Конечно, он не глубоко им мог овладеть, и он постоянно спрашивал своих знакомых, тех, с кем он общался. Вот такие воспоминания остались у Андрея Кылысова, известный мастер скрипичный у нас. И тогда он был актером нашего зарождающегося театра. Андрей Кылысов вспоминает, что Николай постоянно спрашивал его, что означает то или иное слово, а как правильнее произнести его. То есть у него не было представления о том, как это вот действительно произносится. Тоже ведь диалекты существуют в коми-пермяцком языке. Но, тем не менее, он активно пользовался коми-пермяцким языком, активно пользовался и представлялся при встречах коми-морт Микоу, Николая Микоу. Владел ли Николай Кузнецов коми-языком до Кудымкара, неизвестно. Хотя в книге «Жизнь замечательных людей» есть упоминание о том, что тот же Андрей Кылысов порой сомневался, не знал ли его друг коми-язык до приезда к коми-пермякам. Ведь, как уже говорилось ранее, в деревне, где он родился и вырос, первые и впоследствии основные жители были коми-зыряне. И, возможно, этот язык он слышал в семье, в своем окружении. Говорить однозначно мы не беремся, к тому же люди, занимающиеся его биографией, предполагают, что отец его был русским. В Кудымкаре будущий разведчик устроился работать помощником лесного таксатора. Дом, где он работал, в Кудымкаре сохранился.
Занимался Николай устройством и оценкой лесных насаждений и порубок. Такая работа была сопряжена с большими перемещениями. Приходилось много ездить, ходить пешком. В лесах очень много раз был на грани гибели, там было опасно, и потом однажды они все же потерялись с одним знакомым, и буквально еще немного, и они бы погибли. Но такой человек, наверное, не мог умереть просто так, даже в лесу. По-моему, на 10-е или какие-то сутки только смогли выбраться из леса. Просто потеряли ориентиры, там глухие вообще тогда еще какие нехоженные леса. Кроме этого, Николай Иванович активно вел и общественную работу. Выполнял задания исполкома, проводил различные агитационные кампании по коллективизации. Изъездил и сколесил за 4 года не только прилегающие к Удымкару места и территорию всего округа, но и побывал в самых дремучих углах края. Именно такой агитаторской работой настроил против себя немало людей. Был такой случай, когда ему сказали: вот ты не боишься ничего, давай, мы приглашаем тебя, приходи ночью на окраину Кудымкара, там есть баня, посмотрим мы, какой ты храбрый. Его там ждали. Он почувствовал это. С ним всегда был наготове наган, потому что как агитатор он должен был иметь оружие личное. Он почувствовал, что это ловушка. Распахнул двери, навел этот пистолет. Там парни молодые, они не ожидали, они, как говорится, ретировались, отошли, оставили в покое. Потом Кузнецов сам уже рассказывал своему брату, что только после времени он испугался, но он говорил, это для меня была очень серьезная проверка. Я доказал себе, что я могу рисковать, и самое главное, не теряю хладнокровия в таких рискованных ситуациях. Я проверил себя. Грамотных, к тому же и политически достаточно подготовленных работников в отдаленных глухих местностях, каким считался Коми-Пермяцкий округ, тогда не хватало. Каждого отдельного человека старались использовать со стопроцентной отдачей его сил, способностей и энергии. В Кудымкаре очень много свидетельств его жизни. И дом, в котором он жил, и возле музея Березовая аллея. Он там очень деятельным был. Проявил себя во всех ипостасях. Он и деревья сажал, и в комсомольской работе участвовал, и стихи писал. И даже для музея он собрал гербарий растений, которые произрастают вот в лесах, близлежащих к Кудымкару. И этот гербарий, кстати, тоже до сих пор есть в фондах музея. Николай Иванович Кузнецов всегда сильно отличался манерой разговора, стилем одежды от своих сверстников и друзей. Он всегда одевался с иголочки. Часто костюмы шил по европейским лекалам в ателье. Один на весь город Кудымкар носил белую папаху и комсомольскую юнгштурмовку, перехваченную портупеей. Будущий агент приметен был жизнерадостностью и удивительно ровным характером. Возможно, именно поэтому его так любили женщины. Женщины обожали девушки. У него здесь не одна была пассия в Кудымкаре. И потом он знакомил свою родню с ними. Приезжали сестра и брат. Здесь они были в Кудымкаре, еще когда он тут работал. Им понравился Кудымкар, им понравилась девушка Тася Мартина. Но, оказывается, Николай Кузнецов был официально женат на местной девушке. Елена Петровна Чугаева в то время работала медсестрой в местной больнице. Они были официально зарегистрированы. Они прожили очень недолго, они прожили 3 месяца. Потом он уехал в Свердловск, и они не развелись. Он уехал женатым человеком. Она прошла всю войну, она там служила санитаркой на войне. После войны уехала на север. Работники, сотрудники нашего музея точно не знают, но ее в Кудымкаре не было. Жила долго, где-то лет до 90. И очень интересно то, что Елена Чугаева никогда никому не упоминала о том, что ее мужем был вот такой необычный человек. 4 года, прожитые в Кудымкаре, очень помогли Николаю Кузнецову в будущем. Именно здесь произошло так называемое становление личности будущего разведчика. В маленьком городке Николаю становится тесно, и он перебирается в Свердловск. Молодой человек восстанавливается в комсомоле, поступает в институт. Позже устраивается работать на знаменитый Уралмашзавод. Здесь начинается его новый жизненный период.
По версии некоторых историков, в Свердловск Николай Иванович уехал уже агентом органов госбезопасности. Здесь, на заводе заводов, он получил практически неограниченную возможность совершенствоваться в немецком языке. В те годы на Уралмаше, как и на других предприятиях страны, работало много иностранных инженеров и мастеров, особенно немцев. На то время в Советском Союзе катастрофически не хватало отечественных специалистов. Однажды немецкие специалисты и инженеры пригласили Кузнецова проводить их на пикник на границу Европы и Азии. Там установлен столб. На одной стороне столба написана стрелочка, значит, и там Европа, на другой стороне указана Азия. А один немецкий инженер ему говорит, Николаю Кузнецову: посмотри, здесь Азия, там тоже Азия. Строите заводы, а машин нет. Строите машины, дорог нет. Азия – это очень задело Николая Кузнецова. Он и так был патриотом. Просто с юношеских лет, даже с детских лет. У него даже все стихи любимые, они настолько патриотические всегда были. Он всегда их декламировал. Для такого человека, патриота, эти утверждения, эти мысли, сравнения, они были крайне обидны и вызывали желание, может быть, даже и отомстить, и как-то вот поставить на место. Это все не случайно, это все формировало личность будущего героя Советского Союза, мстителя, разведчика. Есть еще один интересный факт из жизни Кузнецова, связанный с Коми-краем. Какое-то время он работал в Коми СССР. Попал сюда из Свердловска по линии госбезопасности. Но об этом периоде жизни мало что известно. Можно только предполагать, чем мог заниматься в нашем краю будущий разведчик. Он уже уехал из Кудымкара в Свердловск агентом органов госбезопасности. И в республику Коми, в лагеря республики Коми, он попал уже как агент, который к тому же владел языком коми. Возможно, он был послан с заданием слушать. И тем более Республика Коми и население Республики Коми, их всегда подозревали в национализме. Говорили ведь вполне так вот серьезно уже о том, что есть, назревает создание, планируется создание такой финно-угорской дуги. Так называемый финно-угорский заговор, это вот дело Софин, наиболее яркое такое дело. Это миф, который был сконструирован исключительно НКВДшниками на основе такой идеи, что якобы существует заговор о создании Великой Финляндии или Великого финно-угорского государства от Финляндии до Урала, охватывающего весь финно-угорский мир. Карелию, Коми, поволжских финнов, Мари Мордва, вот доходящий до Урала. И, собственно говоря, это такие организации глобальные. НКВД в 30-е годы конструировало довольно часто, чтобы цеплять одно дело за другое и создавать такое грандиозное какое-то дело, не за одного-двух, а организацию. Это довольно распространенная практика, к сожалению, в те годы. А тут их объединяло только финно-угорское происхождение тех, кто проходил по этому делу. Под него попало, в общем, большое количество интеллигенции, молодой интеллигенции финно-угорских народов, поволжских финнов, коми-пермяков, карел. К сожалению, вот это дело здорово позволило вырубить молодую, такую только вот создающуюся интеллигенцию новую, и, по-моему, здорово остановило развитие национальных культур. Так возможно ли, что Николая Кузнецова отправили в Коми СССР для наблюдательной работы за местным населением? Ведь агенты-осведомители со знанием языков применялись в деятельности органов часто. Со знанием коми языка, что очень важно. Кстати говоря, это действительно серьезный момент для такой наблюдательной работы в Коми. Дело в том, что почти все аппарат НКВД был русским. Ну, скажем так, может быть, не русским, не коми, а в то время
действительно, ведь вообще-то из Коми мало кто владел в достаточной степени русским языком. То есть 30-е, 40-е годы Коми-деревня вообще была не русскоговорящей. Они, если и говорили, только немножко с акцентом. Городские коми, ну сколько их было, тут один город Усть-Сысольск, те, конечно, русским языком более-менее владели, как мне рассказывали, а деревенские это почти не владели. Максимум на уровне понимания. Наверное, это вот этим объясняется. Именно Коми-край стал стартовой площадкой для будущего агента разведки. За Николая Кузнецова поручился тогдашний нарком внутренних дел Коми СССР Михаил Иванович Журавлев. В 1939 году он порекомендовал талантливого парня в московский аппарат НКВД. С началом войны Николай Кузнецов был зачислен в особую группу при НКВД СССР. Его отправили в один из подмосковных лагерей для немецких военнопленных. Там он отсидел несколько недель, влезая в шкуру немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Летом 1942 года Кузнецов был направлен в Украину, в партизанский отряд Дмитрия Медведева «Победители». «18 сентября 1942 года обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт впервые появился на улицах этого города, столицы оккупированной Украины. Туда он приехал с фронта по делам службы. Город Ровно, где ему предстояло работать, был необычный город. В Ровно располагалась резиденция одного из ближайших к Гитлеру людей, рейхскомиссара Украины Гауляйтера и президента Восточной Пруссии Эриха Коха. Кроме этого, в городе находился сам рейхскомиссариат, множество оккупационных и военных учреждений. Они и должны были стать объектами самого пристального внимания разведчика. Идеальное знание немецкого языка для работы секретным агентом – не главное преимущество агента. Кроме этого, нужно было иметь соответствующие внешние данные, особую выправку и манеры, присущие именно высокопоставленным фашистским офицерам. Перед зеркалом Кузнецов расхаживал часами, отрабатывая движения и позы. В сущности, Николай Иванович занимался сейчас уже мелочами, но их было слишком много. Именно их точное и полное соответствие должно было превратить обычного российского человека в кадрового прусского лейтенанта. И любая из этих мелочей могла бы провалить разведчика, как, впрочем, и спасти. О военном периоде жизни легендарного разведчика написано множество книг, сняты фильмы. Во время пребывания в городе Ровно Николай Иванович уничтожил 11 высокопоставленных офицеров немецкой армии. Но главной его целью был обер-президент Эрих Кох, до которого ему так и не удалось добраться. 11 месяцев я изучал врага. Я готовился к смертельному удару, пробивался в самое логово сатрапа, немецкого тирана на Украине Эриха Коха. Задание очень важное, и чтобы его выполнить, нужно пожертвовать своей жизнью. Ибо уйти из центра города после удара по врагу на параде совершенно невозможно. Я люблю жизнь. Я еще очень молод. Но потому, что отчизна, которую я люблю как свою родную мать, требует от меня пожертвовать жизнью во имя освобождения ее от немецких оккупантов, я сделаю это. Пускай ты умер, но в сердце смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Это мое любимое произведение Горького. Пусть чаще читает его наша молодежь. Из него я черпал силы для подвига. Прочитать только после моей гибели. Его разведданные всегда были весьма важными. Николай Кузнецов один из первых сообщил о грядущем наступлении гитлеровцев на Курской дуге. Определил точное местонахождение ставки Гитлера Вервольф под Винницей.
На такого уровня разведчика началась настоящая охота. Он не мог держаться вечно. Разведчик и два его товарища приняли решение уйти к линии фронта. 9 марта они нарвались на отряд украинской повстанческой армии и погибли. Похоронен Николай Иванович был во Львове, но в начале 90-х власти решили демонтировать памятник. Монумент и останки героя были перенесены в город Талица. Даже сегодня, спустя много лет после гибели легендарного разведчика, остается много белых пятен в его биографии. В воздухе висит множество вопросов, на которые до сих пор не найдены ответы. Но, видимо, такая необычная судьба у всех ярких, выдающихся и незаурядных личностей.